Работниками санитарно-карантинного пункта совместно с работниками транспортной полиции встречено 16 внутрироссийских рейсов с таких городов, как Москва, Новосибирск, Хабаровск и Иркутск. Проверено около 2000 пассажиров, которые прибыли этими рейсами. Прибыло граждан Российской Федерации из зарубежья 92 человека. Методом опроса и анкетирования выявили. И прибыло 26 иностранцев. В связи с этим направлено в обсерватор 11 иностранных граждан, которые прибыли на территорию Республики Саха-Якутия. И выдано постановление главного госсанврача с тем, чтобы вот те люди, которые прибыли из зарубежья, они самоизолировались на дому. За ними будет назначено медицинское наблюдение. Кроме того, в городах Нерюнгри, Мирный, Ленск, тоже работники Роспотребнадзора встречают внутренние российские рейсы. И сегодня вот принято решение с тем, чтобы сотрудники Роспотребнадзора вместе с транспортной полицией уже будут встречать и поставят вот такой заслон на железнодорожной станции Нерюнгри, Алдан и Нижний Бестях. Автодороги, как он будет? Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подписал соответствующее решение оперативного штаба расширенного, на котором было принято решение всем работодателям, начиная с завтрашнего дня, не допускать до работы и отстранять от работы тех граждан, тех наемных работников, которые непосредственно пересекали границу в течение последних 14 дней, именно с момента ими пересечения границы. Поэтому непосредственно все граждане, которые в течение 14 дней назад находились за границей, должны поставить в известность Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения через горячую линию и, соответственно, самоизолироваться. Режим самоизоляции предполагает нахождение в одной квартире или комнаты в закрытом режиме, при котором непосредственно не допускается контакт с другими гражданами, не допускается выход из этих помещений. Это требование является обязательным. Соответственно, если вы прибыли из-за пределов Российской Федерации, то, соответственно, вы должны применить относительно себя режим самоизоляции. Дисциплина сегодня является самой главной. Кроме того, в соответствии непосредственно с теми решениями, которые принял глава Республики Саха-Якутия вчера, и теми установками, которые мы обозначили сегодня, необходимо обратить внимание на то, что нахождение в обсерваторе является более надежной формой для того, чтобы не распространять саму инфекцию. В случае, если вы идете на самоизоляцию, которая связана с совместным проживанием вместе с вами родственников, обратите внимание на то, что при возникновении проблемы, соответственно, и родственники также окажутся в группе риска. Органы государственной власти республики, органы местного самоуправления республики продолжают проводить работу, направленную на предотвращение завоза коронавируса в республику и в ее муниципальное образование. Сегодня все главы муниципальных образований, еще раз обращаю внимание, являются руководителями оперативных штабов и несут персональную ответственность за контролем того, кто прибывает на территорию муниципального образования. Относительно граждан, которые пересекали границу, также во всех муниципальных образованиях применяется режим самоизоляции либо размещения в обсерватор. Представители оперативного штаба республики в прямом эфире озвучили последние данные по эпидемиологической ситуации в регионе. Оставайтесь с нами. Во всем мире идет борьба с коронавирусом.
Каждый из нас может помочь победить эту болезнь. Главная мера – ответственное отношение к себе. Достаточно